Сейчас некая пауза. Я вчера сделал заявление здесь, в селе Тамыш. Это заявление сегодня повторил, давал интервью средствам массовой информации. Суть этого заявления сводится к тому, что протестанты, протестующие, должны покинуть комплекс зданий, после чего президентом и народным собранием будут приняты нормативные акты, в соответствии с которыми могут пройти досрочные выборы президента. Я готов в этом смысле при таком развитии событий сложить полномочия президента и уже готовиться к новым выборам. Считаю этот путь приемлемым. Самое главное, он конституционен, он не нарушает никаких правовых норм, которые существуют. Руководить государством на этот период будет вице-президент, правительство будет работать в штатном режиме. Это еще, я хотел бы подчеркнуть, компромиссное решение. В этом нет никакой необходимости. Я исхожу из того, что непоправимых ошибок еще у нас нет. Мы можем кое-что и обязаны исправить. Точка невозврата еще не пройдена. Я бы хотел, чтобы люди, которые заняли комплекс зданий, это хорошо понимали. Я бы хотел, чтобы это хорошо понимали наши граждане. Мы сделали жест правильный, справедливый, приемлемый. Те, кто с этим будет согласен, дадут возможность выйти на правильное решение. Те, кто с этим не будут согласны, на них будет лежать ответственность за те события, которые произойдут в нашей стране после этого. Я вчера работал, ну и сегодня с утра мы были у здания парламента, у здания администрации президента. И, по крайней мере, вчера там звучали следующие лозунги, что вот мы начали, мы можем сейчас разойтись и поверить, грубо говоря, на слово, да, и поверить, либо мы можем довести начатое до конца. И сейчас у тех, кто занимает здание администрации президента, здание Народного собрания, они говорят, мы не верим президенту на слово. Вот вам есть что им ответить? Ну, слушайте, если они не верят президенту на слово, у них нет оснований мне не верить, у меня есть основания не верить им. Слава тебе, Господи, у нас есть такой институт государственный, как Народное собрание, есть депутаты Народного собрания. Этот институт функционирует, он может стать той договорной площадкой, на которой такого рода вопросы будут решены. Я готов к этому. Я готов документально подтвердить свою позицию и неуклонно следовать своей позиции. С моей стороны не будет никаких нарушений. Представители оппозиции, они утверждают, что их протест никак не связан с Россией, что это не антироссийский протест, что они никак не попадают под влияние никаких внешних сил. Вы в июне говорили, что это не так. Ну, вы говорили, что они попадают, что они имеют связи и что они так или иначе, некоторые из них, они, ну, если не управляемы, то они в той или иной степени координируются из-за рубежа. Тогда вы сказали, что сложно найти материальные доказательства этому. Сейчас что-то поменялось? Вот вы, как вы можете прокомментировать то, что они говорят? Скажите, пожалуйста, а вы давно интересуетесь состоянием дел в Абхазии? Взаимоотношениями между Абхазией и Россией. Вы знаете повестку наших взаимоотношений, какие вопросы мы обсуждаем? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, который вы мне задали, достаточно ознакомиться с материалами, которые выносились последние 2 года в парламент. Если они в своих действиях не руководствуются антироссийскими настроениями, как можно понять позицию организаторов массовых беспорядков по отношению к Пицунской даче? Как это можно понять? Это первое. Если организаторы массовых беспорядков не являются носителями антироссийских настроений, как можно понять их позицию в отношении соглашения о взаимном признании решений арбитражных судов? Это соглашение, которое работает на обеспечение экономического интереса, на развитие экономики Абхазии при поддержке Российской Федерации. Вы обратите внимание в числе организаторов, активных участников, какие персоны, что они и как высказываются. Дальше. Поводом что послужило этих массовых беспорядков? Инвестиционное соглашение между кем и кем? Между Россией и Абхазией о инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии. Но если выступать против такого рода документа, если оскорбительно высказываться в адрес крупных государственных деятелей России, они все там. В комплексе зданий сегодня находятся разные люди.
Но все, кто был против России, они там точно 100%. Есть там и те, которые не против России, пришли совершенно по другим мотивам. Я же всегда подчеркиваю термин, не термин, а словосочетание. Отдельные представители оппозиции. Одни из организаторов. Там же не один организатор, их человек 7-10. Позиция Ливана Микава может быть названа пророссийской или проабхазской? Он поддерживает взаимоотношения между Абхазией и Россией. Разве договоренности между руководителями Абхазии и России, которые были достигнуты в 2008 году, Медведев, Багапш, 2014 год, Хаджимба, Путин, разве действующий президент Абхазии не пытается строго реализовать позиции, заложенные в этих договорах? Я же не являюсь автором таких терминов, как единая территория обороны и безопасности, единая территория социально-экономического развития. Это все в договоре от 24 ноября 2014 года прописано. Я считаю, что это нужно, это полезный документ. И этот документ был подписан прежним руководством, и я его реализовываю. Но позиция прежнего руководства по отношению к тому, что делаю я, она лжива. Они этот документ подписали, реализовать не смогли, и сейчас меня упрекают в том, что я выполняю те обязательства, которые мы должны выполнить. Еще и потому, что они нам нужны, нам эта поддержка нужна. Я об этом говорил неоднократно. Я бы хотел обратиться не только к нашим гражданам Абхазии, к российским телезрителям. Владислав Григорьевич Ардземба, Сергей Васильевич Багапш всегда подчеркивали, что абхазская государственность держится на двух столпах, на двух мощных опорах. Это волеизъявление народа Абхазии и поддержка российского государства. Сам факт того, что Абхазия признана небольшим количеством государств, а государств около 200, а признаны мы небольшим количеством. И самое главное, днем признания абхазской независимости мы называем день, когда нас признала Россия. Россия обеспечивала и обеспечивает в известной степени нашу безопасность. Российское пограничное управление обеспечивает пограничную безопасность Республики Абхазия. Не говоря о той поддержке, о той материальной поддержке, которую оказывает бюджет России нам. Тут на эту тему можно говорить очень долго. И я всегда исходил, и как гражданин Абхазии, и как обычный человек, исходил из того, что к этому надо относиться с благодарностью. Все дело в том, что они ведут грязную политическую борьбу. Они понимают, что впереди выборы. Они не хотят, чтобы эти выборы прошли в нормальных условиях. Они хотят навязать нашему избирателю силовой вариант, изгнать действующую власть, на этом заработать очки, оказать давление и стать руководителями Абхазии. Вот путь, который они избрали. И они пытаются этот путь реализовать. Но история 2014 года не повторится. Я нахожусь в Абхазии. Я буду находиться здесь. Есть предложение, которое мы сделали. Оно должно быть реализовано. Других вариантов нет. Никто власть отдавать не будет. Власть может быть передана только путем волеизъявления граждан. Я же готов свои полномочия досрочно сложить. Никаких проблем. Остается второе лицо государства. Идем на выборы. Какой еще может быть тут диалог? Я что, даю какие-то оценки им непозволительного характера? Это попытка государственного переворота? Попытка. Пока еще не оконченная, да? Не оконченная. Я действующий президент. Хотят отыграть ситуацию назад, войти в правовое поле? Пожалуйста. Досрочные выборы? Пожалуйста. Какие проблемы? Я выборов не боюсь. Я готов в них принять участие. Вот и все. И как это назвать, кроме как антироссийские, антиабхазские настроения? Если эти соглашения работают на граждан Абхазии, работают на укрепление наших связей, на развитие нашей экономики, на развитие нашего союзничества и братства, если кто-то выступает против этого, как это по-другому можно назвать? Я не знаю других слов и других терминов. Хочу подчеркнуть еще раз. Отдельные представители оппозиции и отдельные организаторы массовых беспорядков. Это имеет отношение к ним. Но я к ним еще раз обращаюсь. Еще можно это все отыграть назад. Точка невозврата не пройдена. И не стоит до нее доходить. Уж точно не стоит до нее доходить. Это очень плохо закончится для всех. И для абхазской государственности в том числе. Это недопустимая история. Я об этом говорю как ответственное должностное лицо. Когда я общался с
людьми протестующими, которые, ну, они тоже ваши избиратели. Они тоже будут голосовать на выборах, если дойдет до досрочных выборов. Они все мне говорят, что они боятся, что что из-за этого соглашения инвестиционного сюда зайдут олигархи с большими деньгами, и, ну, по сути дела, здесь тогда начнет процветать олигархат. Вот именно вашим избирателям, которые этого опасаются, что вы можете сказать? Я уже неоднократно объяснял, что это не так. Во-первых, соглашение не ратифицировано. Они же избрали не только меня, они избрали народный парламент, депутатов народного парламента. Ну, допустим, президенту Абхазии они не доверяют. Но пусть они дадут возможность свое отношение высказать путем голосования в парламенте депутатам Народного собрания. Все эти опасения не носят реальной основы. Это на самом деле не так. Это повод, которым воспользовались организаторы массовых беспорядков, приобщив к ним обычных простых граждан. Вот мы находимся на территории Восточной Абхазии. Это почти Сухум делит Абхазию на две части. Вы обратили внимание, когда вы сюда ехали, как тут безлюдно? Вы обратили внимание в этой прекрасной, красивой стране, как много территорий не обустроено, не ухожено, как все прорастает лесом, бурьяном, субтропическая территория. Так же не должно. Люди, проживающие в Восточной Абхазии, значительная часть граждан летом едут на работу в Западную Абхазию. Место, в котором сейчас мы с вами находимся. Здесь было болото, сюда приходили люди охотиться на уток. Здесь 120 рабочих мест для местного населения, которые не имели работу. Сюда стали приезжать туристы, проводить время. Если бы не эти события, здесь тоже 40% гостей сегодня, в ноябре, было бы. Эти места были проданы в гостинице, номера в гостиницах. Разве это плохо? Коммуникация. Как можно жить мы по-другому, не развивая экономику? В советское время только в этом селе Тамыш было 17 предприятий. 99% трудоспособного населения было обеспечено работой. Сейчас это не так. Но нашим избирателям, моим дорогим согражданам рассказывают другое. А один из бывших руководителей Абхазии, которые сегодня противостоят мне, они же в 2017 году, чуть позже, принимали соответствующие документы по привлечению инвестиций. В Восточной Абхазии был создан указом бывшего президента, была создана свободная экономическая зона, 7 тысяч гектаров земли. На территории свободной экономической зоны на весь период ее существования все предприятия освобождаются от всех видов налогов, кроме как единственный налог на заработную плату. А это инвестиционное соглашение предусматривает освобождение от налогов на 7 лет. Все, потом они все платят. И им, инвесторам, дается право крупным после определенного порога, после 2 миллиардов. Значит, у них такая, скажем так, льгота, там 50% от ввозного, ну, НДС на этот период. И все. Но эту территорию для жителей Абхазии, рабочие места создавать, надо обустраивать. Собственных финансовых ресурсов для местных предпринимателей, чтобы обеспечить в среднесрочной перспективе граждан работой, не хватает ресурсов. Сегодня деньги в России стоят более 23%. Вы представляете, там порог 2 миллиарда рублей. Какой-то объект, если будет строить крупный инвестор, ему обойдется это не в 2 миллиарда рублей. За 3 года это будет уже на 80% дороже. Но тут еще и надо землю подобрать. И эти люди приносят с собой другие компетенции, другие технологии современные. Вот на этой территории не было ни водоснабжения, ни канализации. Все же автономно сделано. Разве это плохо? Поэтому вменили или убедили наших граждан и извратили суть данного документа. Но мы проводим соответствующую работу. Ни президент Абхазии, ни правительство, ни народное собрание никогда не позволит себе проводить антинародную, антиабхазскую политику. Это все, что нам нужно для развития экономики. Это большой плюс. Российский фактор в Абхазии – это большой плюс. Многие забыли, что у нас есть глобально нерешенный вопрос. У нас есть противостояние, которое сегодня
состоянии затухшем, но в любое время это все может принять горячую фазу. Мы являемся со стороны Грузии непризнанным государством. Мы фактически находимся в состоянии войны. Сегодня там одни руководители, они более прагматичные, они не пошли на какие-то шаги. Завтра неизвестно, как карта ляжет. Вокруг мир полыхает, идет полномасштабная война, полупризнанное государство. Мы с ним дружили. Нагорный Карабах не существует. В контексте всего этого взаимоотношения с Россией, российский фактор, объем и размеры которого определяет правительство, парламент Абхазии. В Абхазии это плюс, это не минус, это условия развития. Без этого нам будет очень и очень тяжело. Это же очевидно. Это очевидно. Для меня, для многих людей это очевидно. Если не для всех, вот я объясняю. Другие позиции по этому вопросу, другой подход – это спекуляция. Господин президент, с началом этого кризиса в пятницу появлялись в СМИ разные сообщения. Ну, понятно, им далеко не всем можно верить. Нужно проверять по поводу вот именно вашей реакции, что там кто-то писал, что вы уже согласились уйти в отставку, потом кто-то писал, что нет, не согласен президент Абхазии уйти в отставку. Вот вы не могли бы прояснить, да, чтобы это прозвучало от вас, как это было? Действительно ли вы как-то меняли решение свое, или у вас всегда была какая-то позиция? Я Хотел бы от вас в услышать. тот же день, когда это случилось, вечером, я обратился к гражданам. Я переехал в здание службы госбезопасности, находился там, управлял процессом, после чего сделал заявление и работаю. Я же сделал заявление. Я же нахожусь здесь. Вчера я провел Совет Безопасности, заседание Кабинета Министров. Вернее, вчера заседание Кабинета Министров и встреча с депутатами. Сегодня у меня будет Совет Безопасности. Все работает в штатном режиме. Но к существующим проблемам объективным деятели, которые находятся в здании, в комплексе зданий, добавили еще субъективные проблемы. Вот это плохо. Нам необходимо текущие вопросы решать. Завтра начинается понедельник. Значит, у нас идут разные процессы, которыми надо управлять. И данная ситуация мешает, конечно, этому. Не создает хороший фон. Мы работаем, мы и дальше будем работать в спокойном режиме. Скажите, вы сложившуюся ситуацию уже обсуждали? И если нет, то планируете ли с представителями российской стороны? Ну, мы находимся в контакте, да, с российской стороной. Можете, может быть, поделиться, в каком ключе вы обсуждаете? Ну, во-первых, мы обсуждаем реальное положение вещей. Я коллег, они обращаются, они хотят знать картину, которая сложилась, они ее хорошо знают. Все остальное вы задайте вопросы им, это будет некорректно мне. Сейчас и на площади там все мирно, и, ну, в принципе, сейчас, насколько я вижу, по крайней мере, действительно сейчас все цивилизованно, и сейчас все решается, ну, как минимум за столом переговоров, как я понимаю, при посредничестве общественной палаты. Были такие контакты, но пока не пришли к результату. Да. Я очень надеюсь, что мы к этому придем, и обязательства, которые будут мною взяты, они, конечно, будут выполнены. Это вне всякого сомнения. А если пойдет по другому пути, вы готовы? И если да, то в какой ситуации вы готовы на силовое решение вопроса? Вы знаете так, будем решать проблемы по мере их поступления. Я очень надеюсь на то, что разум возобладает, и на то, что мы эту ситуацию купируем и не будем доводить ее до крайностей. Очень бы этого не хотелось. Спасибо большое. Власть существует не для того, чтобы обеспечить рай на земле, а для того, чтобы не допустить хаоса. И мы сделаем все, чтобы хаос не допустить. Пока ситуация рабочая. Спасибо большое, господин президент. Будьте здоровы. Спасибо вам большое.